По крупицам приходится собирать информацию о том, что же происходит в Чечне. Информация поступает из самых различных источников. Сегодня весь день приходили все новые подробности о боях в Грозном и об обстановке в других районах Чечни, где продолжались столкновения между федеральными войсками и сторонниками президента Дудаева. В Чечне работает две специальных группы НТВ. Специальные корреспонденты Елена Масюк, Борис Кольцов, Владимир Авдеев, Андрей Иванов и Валерий Иванов. И вот только что мы получили от них еще один репортаж о том, что происходит в Чечне. Сегодня, 4 января, в Грозном и пригородах сильный туман. Слышен гул летающих самолетов, но бомбардировок с воздуха сегодня не было. А вчера ближе к вечеру был взорван мост близ Грозного на трассе Ростов-Баку. Активные действия российских войск начались теперь и со стороны южного направления. Вчера же так называемым точечным ударом с воздуха был разгромлен рынок вблизи населенного пункта Чечен-Аул. 12 человек, которые занимались уличной торговлей, погибли. А кроме того, во вторник подверглись бомбовым ударам село Старые Атаги и город Шали. Центральная часть города частично разрушена. Одна из бомб упала на центральную площадь. На протяжении всего сегодняшнего дня работы в Чечне мирные жители нам говорили, что российская авиация при нанесении точечных ударов использует шариковые бомбы. В городе Шали мы и увидели осколок такой бомбы. А эта часть российских боеприпасов вчера с воздуха попала на жилой дом. К этому чеченцу и, к счастью, не взорвалась. Это упало прямо на жилой дом моего соседа. Не взорвалась случайно. Не знаю почему, может быть порох был, наверное, сырой порох из-за этого. Это было в день налета вчера. Кроме того, 3 января в городе Шали от воздушных бомбардировок пострадало родильное отделение горбольницы. Обстреливали с самолетов. Я не знаю, где это слыхано, чтобы больницу обстреливали. Точных сведений о жертвах среди мирного населения в городе Шали на сегодняшний день нет, но по предварительным данным, вчера здесь погибло около 100 человек. Елена Масюк, Андрей Иванов, Валерий Иванов, телекомпания НТВ из Чечни.